Мошенники взяли не только мои собственные деньги, 800 тысяч, но и заставили взять кредит. Своего лица 63-летняя жительница Казани просит не показывать, имя не называть. Ее история началась 9 сентября. Пришло время продлевать договор с оператором связи, поэтому, когда позвонили якобы из компании, пенсионерка ничего не заподозрила. Я говорю, да, я помню, я завтра подойду к вам. Не надо, что вы, так услужливо, так вежливо. Я могу все сделать по телефону. Вы только скажите, номер вашего снился, и я все оформлю. И я не понимаю, что делаю. Я взяла снилс и продиктовал ему номер. А утром раздается звонок, тоже по домашнему телефону. Вы вчера говорили с мужчиной, который обещал вам скидку? Я говорю, да, говорила. Так это был мошенник. Дальше с женщиной говорили якобы представитель Центробанка и полиции. Под угрозой все ваши сбережения. Их нужно снять и спрятать в безопасное место. Жертве даже вызвали такси. Накопление из 2 банков в 800 тысяч рублей женщина отдала курьерам. Но пока я ехала, нужно было постоянно около уха держать сотовый телефон. Это вот сейчас для меня только для того, чтобы я, может, кого-то встречу, поговорила бы, обсудила бы эту проблему. Ему этого не надо было. Пенсионерку пугали тем, что на нее оформят кредиты. Надо опередить злоумышленников и взять их самой. Выплачивать не придется, уверяли в трубке. Затем начали угрожать. Женщина оформила кредит на 600 тысяч рублей. Почему его выдали? Большой вопрос. Ее пенсия меньше ежемесячного платежа. Чуть не взяла и в другом банке, но тревогу забил диспетчер такси. Поездка выглядела подозрительной. Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. В банке сообщили, сотрудница уволена. Заявление об отмене сделки обещали рассмотреть до 29 октября. В прошлом году кибермошенники украли у россиян почти 16 миллиардов рублей. За первые 6 месяцев текущего года этот показатель составил 9 миллиардов рублей. Татарстан, как экономически развитый регион, у мошенников популярен. С начала года больше 25 тысяч IT-преступлений, половина из которых – дистанционное хищение. Объем очень значительный, рост тоже приличный, но в целом он обусловлен ростом именно одного из видов преступлений – это неправомерный доступ к компьютерной информации. То есть основная цель этих звонков – взлом госуслуг. Таких преступлений в республике уже порядка 8 тысяч. То есть это очень значительный рост. В аналогичном периоде прошлого года их было буквально чуть больше 1000. У мошенников 2 базовых сценария. Предлагают что-то заманчивое – скидки, выплаты, бонусы. Либо запугивают потерей денег, уголовным преследованием, оформлением на вас кредита. Представляются сотовым оператором, сотрудником банка, интернет-магазина, правоохранителем, покупателем по вашему объявлению. Вот недавно звонили с МТС, сразу почувствовал, что что-то не то. Он так настойчиво наседает и вроде как договор заключить туда-сюда. Я говорю, я подумаю. Просто иногда так говорю. И все, и кладу трубку. Главное, не ввязываться в разговор. Я на незнакомые номера не отвечаю. Сразу блокирую. Ну, это усложняет жизнь, потому что бывает звонят по важным вопросам, а трубку не берешь, и в итоге теряешь важную информацию. Все чаще мошенники используют искусственный интеллект. Так можно проанализировать открытые данные о жертве, чтобы применить персонифицированный подход и даже подделать голос близкого. Еще одна схема – дропинг. Карты третьих лиц мошенники используют для обналичивания денег. В преступные схемы вовлекают подростков. Если все-таки мошенникам удалось совершить хищение, человеку необходимо выполнить 3 основных действия. Во-первых, немедленно заблокировать карту. Это можно сделать либо в мобильном приложении банка, звонком на горячую линию, лично